Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Любовный прогноз на февраль. Давайте посмотрим, что будет происходить в вашей личной жизни именно в феврале. Загадайте, пожалуйста, на себя, и пусть нужная и важная информация вас, мои дорогие хорошие, обязательно найдет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ух ты, лис с двумя хвостами. Ничего себе, повороты в личной жизни. Корона, звезда. Вы знаете, как будто бы вы себе на голову корону в виде звезды оденете. Ну, либо люди, да, человеческая молва наденет вам эту корону в виде звезды. То есть это комбо, это два в одном. Мало того, что вы королева бала, так вы еще самая яркая звезда. Вот. Лис. Слушайте, с каким-то хитрецом столкнетесь. Тут даже не просто столкнетесь, схлестнетесь, понимаете? Здесь мужчина вам проиграет. Хитрый мужчина с двумя хвостами проиграет вам. Проиграет. Он сыграет с вами в игру. Он попытается вас очаровать, влюбить в себя, соблазнить. Но к концу месяца он будет просто упадать за вами. Вот он хотел, чтобы вы влюбились, но влюбится сам по уши. Он хотел, чтобы вы у него в кармане были, но сам будет готов прыгнуть в ваш карман. Он хотел, чтобы вы буквально на каждый его жест реагировали, но при этом будет ловить сам каждый ваш жест. Слушайте, вы проучите какого-то непорядочного мужчину, причем не просто проучите, он влюбится в вас как мальчишка. Лис с двумя хвостами. Представьте, что за мужчина такой хитрый, наглый, невероятно очаровательный, с плохой репутацией и еще с какими-то, такими прям, знаете, нелицеприятными поступками прошлого. Но он за вами упадает. Все. Он готовенький, он влюбляется до потери сознания, до потери пульса и ничего с собой поделать не может. Он вам проиграет. Если сейчас вы с этим мужчиной общаетесь, либо он пытается как-то вами манипулировать, как-то вас продавливать, приручать к себе, девочки, он проиграет. Вот прям 100% проиграет. У кого-то еще по такому лису возвращение самого жуткого, наглого и беспардонного бывшего. Бывший, который решил вернуть вас, причем вернуть, манипуляциями, да, что типа это не я тебя возвращаю, а ты сама хочешь ко мне вернуться. Он вам проиграет, 100% проиграет. Хотел воспользоваться вами, но при этом сам будет готов отдать все, лишь бы вы им пользовались, лишь бы иметь право находиться у ваших ног. Вот так вот, мои хорошие, на место поставите. Буквально растопчите этого лиса. Всю спесь собьете. Круто, очень круто. Так, еще... У кого-то мостик, знакомство, 100% знакомство, причем знакомство с мужчиной в каком-то тяжелом положении. Возможно, мужчина с травмой, возможно, с каким-то переломом, возможно, он выздоравливает, да? То есть он не до конца здоров. И у вас с таким человеком знакомство. Вы к нему проникнетесь добротой. Прям, знаете, какое-то немножко на материнское чувство похоже. Хотя это не материнское. Вы просто очень чувствительный, восприимчивый человек. И вам станет жаль этого мужчину. Мало ли этот мужчина, он там герой, да? Он совершил героический поступок. Либо он там спасал бабушек, детей, из пожара выносил и сам травмировался. Может, он родину защищал. Может быть, он, допустим, останавливал каких-то преступников, да, и получил травму. Мужчина, который с таким добрым взглядом
с невероятно открытой душой. И вот я вижу, что вы, когда знакомитесь, вам его действительно жаль, вам хочется для него что-то сделать, как-то его поддержать. И у вас отношения не любовные начинаются, а вот какие-то, знаете, очень теплые, душевные, дружеские. Вот. Этот мужчина, когда он придет в себя, когда он полностью восстановится, вылечится, ну, там будет поинтересней, намного поинтересней. Девушки, женщины, походу вы своего суженого встретите. Именно того, с кем всю жизнь проживете в счастье, в любви, в заботе, в ласке. И как у царя за пазухой. Да? Потому что мужчина просто какой-то неземной, как ангел. Да? У него сердце ангела. Хотя, может быть, немножко травмированная психика. Но опять же, все это лечится, все это восстанавливается. В теплых, заботливых, любящих руках любая проблема уходит, да, исчезает. Вы все разные. Но вот у мужчины какие-то проблемы со здоровьем, либо какая-то травма. Сейчас я еще карту возьму. Но опять же, травма не потому, что он где-то пьяный, там, да, черти чем занимался, а потому что он что-то как хорошее делал, да, там спасал, помогал, вытаскивал, собой же, да, он собой жертвовал. Вот такой еще момент. А вы ему как в нужное время попадете, потому что вы-то в нем увидите просто хорошего человека, а он сразу увидит в вас ту самую единственную, которую он искал всю жизнь. Вот так мне идет. Ну, конечно, он не будет об этом кричать, ну, потому что навязываться он точно не будет. Он вас прям с первого взгляда зауважает, отдаст, ну, долг тому, что вы женщина воспитанная, спокойная, женщина, которая, ну, не заслужила того, чтобы за ней, там, не знаю, увивались, да, и хватали ее там за руки, за ноги и тащили в кровать. Понимаете, вот это самое главное. У него к вам уважение. Уважение, и он таких вот чистых, честных, правильных женщин, ну, не видел, да, не встречал. Ну, может, мама у него такая была, а больше по жизни не встречал. Сейчас я просто хочу проверить, это он или нет, потому что очень похож на мост. Видите, какой мост? А мост очень крутой, то есть вы долго, и он, и вы долго шли к этому моменту, чтобы познакомиться. Не исключено, кстати, что вас кто-то познакомит, то есть какой-то посредник, да, через кого-то вы знакомитесь. Сейчас я просто очень хочу проверить, это он или не он. Да, это он. Это он, но, возможно, вы не сразу это поймете. Ну, либо, допустим, это он, но у вас сейчас другие отношения. Может, вы вообще в браке сейчас находитесь. И у кого-то отыграется, что вот вы познакомились, он вылечится, решит какие-то проблемы, и у вас завяжутся отношения. А у кого-то отыграется, что вы вот познакомились, на какое-то время этот мужчина выпадет из вашей жизни, но потом он к вам вернется, и у вас начнутся отношения. Вот так вот, мои хорошие. Так что февраль очень крутой, мне кажется, будет. Опять же, у нас начинается этот китайский Новый год, год огненный, красной лошади. Ну, возможно, да, вы очень долго ждали этого момента, либо все шло к этому моменту, чтобы встретить этого человека и с ним познакомиться. Опять же, не форсируйте события, пусть все идет так, как оно идет. Да? Судьба не глупая, она знает, как правильно выстраивать конструкции. Да, этот мужчина, он изменит вашу жизнь, буквально вот обрубит ваше тяжелое, темное прошлое. Еще будут какие-то ваши проблемы хоронить, решать, хоронить, закапывать. И вы с ним настоящее счастье познаете. А у кого-то отыграется, что вот даже куда-то он вас увезет, повезет, может быть. Хорошие карты, мне нравятся. И мужчина мне нравится, да и вы мне нравитесь. Вы та женщина, редкая женщина, которая всю жизнь жила как будто бы для других. И всю жизнь как будто бы собой жертвовала во благо других людей. А теперь судьба такая, говорит, девочка моя, ну, пришло же время и пожить, и для себя пожить, да, и любить, и быть любимой, и получить сполна. А то ты все отдаешь и отдаешь, жертвуешь и жертвуешь. И мужчина такой тоже, он очень жертвенный, он постоянно вот за кого-то впрягается, кому-то помогает, везде на рожон лезет, там всех закрывает собой, прикрывает. То есть вы очень похожи по энергетике. Вы оба очень хорошие люди, и ну, вы станете идеальной парой.
Мне именно так идет. Только кто-то из вас познакомится и на время потом расстанется, чтобы заново встретиться. А у кого-то, да, такой вот прям романчик начнется. Но это где-то конец февраля у вас роман может начаться. Но опять же, очень такой, знаете, аккуратный мужчина. Он не пытается вас продавливать, он не пытается очень как-то нагло, активно за вами ухаживать. Он очень деликатный в этом плане. Да? Он не хочет вас травмировать, и он не хочет вас ничем обидеть. Так, еще один момент смотрю. Почему так? Почему не все сразу? Ну, показано, что у вас есть кто-то очень проблемный, либо кто-то, кто в прошлом создал вам очень много проблем, и из-за этого, ну, как обожглась на молоке, теперь на воду дую, да? Вот какой-то такой момент. Опять же, вот этот лист меня смущает с 2 хвостами. Ну, возможно, да, это бывший чей-то. Опять приползет, хитро приползет, буквально просочится в вашу жизнь. Опять та же шарманка, та же песня. Но в этот раз вы выиграете. В этот раз вы лиса переиграете. Закончится тем, что вот он готов ради вас на все, но вам он не нужен. И вы такая: пошел вон, да, тебя я не хочу видеть. Ты не нужен мне ни под каким предлогом, ни под каким соусом. Я все про тебя прекрасно знаю. Также, мои хорошие, хочу, чтобы вы услышали, что этот месяц для вас какой-то очень классный в плане внимания. Очень много внимания вы будете получать не только от противоположного пола, но и от своего. То есть женщины как-то, вот знаете, хотят с вами дружить, хотят с вами общаться, хотят, ну вот как быть в вашем кругу, да, потому что быть в вашем кругу — это очень престижно и как-то очень полезно, ценно мне идет. Ну, звезда, да, конечно, все хотят рядом быть со звездой. Возможно, вы проделали колоссальную работу над собой: уход, косметология, массажи, спорт, похудение, да. Вы очень сильно преобразились. Долгий, тяжелый труд вы вкладывали в себя. И вот они результаты. И эти результаты, они просто звездные. Да? Это момент вашего триумфа, это ваш звездный час. Понятно, что люди хотят ко всему прекрасному быть причастны, либо хотя бы рядом находиться. А мужчины, ну вот вижу пару мужчин, которые очень сильно пожалеют, но буквально кусают себе локти, потому что у этих мужчин была возможность за вами там приударить, как-то за вами поухаживать, ну даже отношения с вами построить. Но эти мужчины как-то несерьезно относились в прошлом и не видели, какой вы бриллиант. А теперь они буквально кусают локти, будут ходить такие темные, мрачные, с такими пустыми лицами, с таким прям, знаете, горьким сожалением в глазах на вас будут смотреть. Но нет, вы в одну и ту же реку не входите, и если это прошлое, то навсегда уже для вас останется в прошлом. Нет, вы не такая. Также, мои хорошие, кто сейчас в паре, в браке, и ваши отношения достаточно такие вот непростые, там ссоры, скандалы, просто холод в отношениях. Вы знаете, в этом месяце ваша оценка очень сильно поднимется, и вы поймете, что нет смысла все это проживать, нет смысла терпеть, нет смысла подстраиваться под партнера, который вас не видит настоящую, который вас не ценит, который не дает вам того, что должен давать мужчина в отношениях в паре. И буквально к концу месяца вы созреваете на очень важное судьбоносное решение. Решение прекратить, я так понимаю, эти отношения, не мучиться самой и не мучать, например, детей, да, которые видят, что мама с папой живут как будто бы на иголках. На детей это тоже влияет. Дети могут об этом не говорить, дети это могут не показывать, но это реально влияет. Влияет и закладывается вот этот неправильный фундамент в психике ребенка. Опять же, переживания вашего ребенка. Ребенок становится нервным, грызет ногти, ходит под себя. Конфликты в школе у ребенка, да, падает успеваемость. Это все вот отсюда идет. И вот вы примете решение, что, наверное, таки хватит. Да? Хватит мучиться, хватит страдать. Если нет любви, то зачем сохранять эти отношения? Вы поймете, что вы достойны большего, лучшего. И только лишь от вас зависит, вы это получите или нет.
То есть зачем мне спать на холодном полу, если я могу спать на каком-нибудь там супер мягком, комфортном матрасе, да, на супер какой-то там кровати. Зачем? Да? Зачем мне это делать? Самооценка, конечно, у вас поднимается. Это очень хорошо. У кого были какие-то психологические петли, вы из них тоже выйдете. Вот сами себе так спокойно, методично объяснить, что вот тут я ошиблась, а вот тут я дала слабину, а вот тут вообще не про меня, здесь я вообще ни в чем не виновата. Знаете, вот как-то разберете себя по косточкам, ну и заново потом соберете, но соберете как лучшую версию себя. Но вот мне идет такая энергетика, что люди, которые вас знают, буквально с такими, знаете, ошалевшими глазами на вас смотрят и говорят: ты так изменилась, но как будто бы ты совершенно другой человек. И вот нам ты сейчас очень нравишься, да, ты настолько вот крутая стала во всех смыслах слова, да, будут вам говорить такие вещи. Ну, и родственники будут говорить, да все будут говорить. Ну, потому что это очевидно, это прям факт, который ни в коем случае нельзя игнорировать. Да вы и сами почувствуете, что вы стали совершенно другой. Больше уверенности, больше значимости, больше желаний жить и жить по-настоящему. Не так, чтобы под кого-то подстраиваться, либо в угоду кому-то, а вот как хочу, так и живу, чтобы мне было в кайф, чтобы мне было в удовольствие. Дальше, мои хорошие, какое-то вот мероприятие, либо это какой-то праздник. И праздник, на который обычно вас, там, не знаю, никто не поздравлял. Либо, ну, там, самые близкие только могли поздравлять. А тут прям шквал поздравлений, шквал каких-то нежностей в вашу сторону. Даже от людей, с кем у вас достаточно прохладные отношения, да, особенно мужчины. И вы так немножко обалдеете, скажете: ну ничего себе, да. Сбросила пару лишних килограмм, и тут смотрите, когда мужики стали реагировать. Если это будет какое-то праздничное мероприятие, возможно, вы не ходили, потому что сами себя немножко там, ну, не знаю, стеснялись, допустим, да, какие-то там изъяны в фигуре, на ваш взгляд. А у кого-то, допустим, отыграется, что у вас такая рутина жизненная, семейная, домашняя, что у вас просто сил не хватало еще на какие-то праздничные мероприятия ходить. Для вас праздничное мероприятие – это возможность на час или полчаса дольше поспать, да, уже праздник. А тут, понимаете, и силы есть, и желание есть, и опять же вы видите, какая вы стали. И вы пойдете и станете звездой. Буквально вас назовут королевой вечера. И даже женщины об этом будут говорить. Ну, потому что спорить с этим – это максимально глупо и тупо. Никто не станет спорить. И еще я вижу какую-то женщину, которая вас буквально признает. Она протягивает к вам руки и говорит: а давай-ка мы с тобой там забудем прошлое. Либо давай-ка мы с тобой ближе познакомимся. Если раньше эта женщина вас в упор не видела, либо она вас игнорировала, либо она вела себя очень высокомерно в отношении вас, то теперь, видя ваше преображение, эта женщина сама к вам потянется. То есть у нее в глазах, опять же, тоже вижу уважение в вашу сторону и действительно желание узнать вас лучше. Потому что эта женщина вами восхищается. Она вас помнит прежнюю, теперь она вас видит новую, думает: о, а она крутая, она смогла себя изменить, она добилась вот такого шикарного лоска вида, и мне есть чему у нее поучиться, понимаете, даже вот до такого дойдет. Так, девушки, которые у меня работают. Вот вы работаете, приходите на работу, у вас явно там есть мужчины на работе, неважно, там охранник, водитель, начальник, кто-то есть, вот мужчина. Этот мужчина начнет тоже за вами как-то ухаживать, и мне вообще идет, что он вас подкармливает, да? Он вам какие-то красивые яблочки будет приносить, либо какие-то фрукты экзотические, может быть, какие-то печенюшки, тортики, да? Вот он реально начинает вас подкармливать, и вы такая думаете: ничего себе, то ты меня вообще не замечал, даже не здоровался, а тут ты меня еще и подкармливаешь. Мужчина, он, скажем так, он не будет к вам приставать, он просто эстет, он любит красивых женщин, уверенных в себе женщин.
И он видит, как вы поменялись, и ему это очень нравится. Он тем, что он вас начнет подкармливать, угощать, он вас выделяет среди других женщин. Вот. И вижу, что у вас не будет с ним отношений, но у вас прям дружба. Дружба формируется. То есть дружба между мужчиной и женщиной. Мужчина на работе у вас. Дальше показано, что вот по соседству у вас какая-то парочка живет, да, семейная парочка, либо просто парень и девушка. В этой семейной парочке начнутся скандалы, ссоры, потому что девушка, женщина, да, очень сильно будет к вам ревновать. Этот ваш мужчина-сосед, он будет на вас засматриваться и постоянно ставить в пример вас, этой своей жене либо девушке. И они начнут ругаться и, может, вы не сразу про это узнаете, но когда узнаете, вас почему-то это развеселит. Да, вот прям посмеетесь над этим. И еще, мои хорошие, в вашей отсыпке просматривается такая линия. Люди активизируются. То есть люди, которые вас знали, но не обращали на вас внимания, вообще делали вид, что вас не существует, они очень сильно начинают активизироваться в вашу сторону. А у кого-то еще, помимо всего прочего, тут либо молва дойдет, либо вы социальные сети ведете, вот как бывшие начинают вас вспоминать. Даже просто люди, с кем вы, допустим, не знаю, там в школе на дискотеку ходили, да, и вы такая: Господи, ты кто? Да сколько лет прошло? Как ты меня нашел? Как ты меня вспомнил? Почему ты мне написал, например, да, вот какие-то даже такие моменты будут. Весна. Вы к весне себя, конечно, очень проработаете, вы готовитесь, да, встретить весну, во всеоружии готовитесь встретить. А февраль — это, как, знаете, разминка, проба пера, да, вы себя пробуете. Очень интенсивный, интересный и такой наполненный романтикой, любовью, вниманием месяц. Столько много внимания вы к себе, наверное, за весь прошлый год не получали, сколько получите за один февраль этого года. Я уже сказала, да, главный момент — это вот это знакомство с мужчиной, да, который, походу, ваш суженый. Либо мужчина, которого вы выберете как своего суженого. Опять же, не обязательно все случится в феврале. Там карты показали, да, что вы можете познакомиться, потом на время расстаться и потом опять сойтись. Но у кого-то, да, вы начнете дружить, какое-то время подружите, а потом, поймете, что это не дружба, а любовь. Суженый. Да, время пришло, вы расцвели, вы трансформировались, вы от какого-то тяжелого бремени прошлого избавились, и теперь вы готовы к новой жизни. Знаете, еще что вижу? Вижу, что кто-то из вас болеет, например, чем-то заболели, да, простуда, например. И эта простуда, она буквально станет триггером на то, чтобы вы захотели красиво и ярко жить. Да? Хочу красиво и ярко, хочу развлекаться, хочу блистать. Вот какой-то еще такой мне момент идет. И вы будете еще думать, вот если бы я не заболела, то, возможно, я бы и не захотела. Да? На самом деле нет, вы бы захотели. А заболели вы, потому что какая-то женщина в вашем окружении реально разбрасывала свои вирусы либо бактерии. То есть человек, который ни о ком не заботится, человек, который считает, что от нее нельзя заразиться, да, что она какая-то там святая, да, очень нечистоплотный человек. И вот больная приходила, скрывала, наверное, что она больная, либо говорила: да, ничего страшного, там все в порядке, и распространяла свои вирусы. У вас резко происходит, буквально, знаете, за пару дней, да, вы прям преображаетесь. И, кто-то из вас, да, тяжело и много работал, но вес, например, стоял, да, либо там отек был. И потом в один момент это все сходит, уходит, и вы такая: я выгляжу совсем по-другому, теперь я выгляжу так, как я мечтала. Очень красивые знаки. Что, мои хорошие, готовьтесь. У вас 2 очень классных события. Первое — это то, что вы победите этого мужика-лису, да, вы просто его растопчете. И второе событие, что вы встретите настоящего мужчину, да, своего суженого встретите. Это тоже очень важно. Мои хорошие, берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.